Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 3 апреля. Мы с вами смотрим пятницу. День у нас с вами обещает быть позитивным, радостным. Будет идти под влиянием аркана Звезда. Это у нас получается, мы с вами складываем 3.04.2026. В сумме получается 17. А 17 это аркан Звезда. Поэтому этот день очень хорошо посвящать любви, романтике, свиданиям, тем более пятница. Также все темы связаны с красотой, да, потому что звезда, это, там, не знаю, косметология, салоны красоты, очень хорошо, там, не знаю, какую-то масочку пойти себе сделать, там, не знаю, к мастеру сходить, маникюры, реснички, там все что угодно. Купить себе что-то, звезда, да, то, о чем там давно мечтали, там какую-то, не знаю, там украшение, сумочку, туфельки, не знаю, там, да все что угодно, в принципе, все, что вы давно хотели, потому что звезда это желание, я чего-то желаю, я чего-то хочу, я к чему-то стремлюсь, и вот по звезде это может быть реализовано в этот день. Так что вроде как день у нас с вами должен быть позитивным. Будем смотреть на пасьянс. Смотрим 3 апреля. 3 апреля пятница, первый у нас Овны. 3 апреля пятница, события дня. Какие события будут у Овнов в пятницу? Гости. Ну, тоже в гости хорошо ходить под влиянием аркана Звезда. Солнце, радость. Радоваться жизни. О, розочку нельзя, свидание. О, весы. Сомнения. Идти, не идти в гости. Да, звать, не звать гостей. Прочь сомнения. Конечно, идти. Сундук. И будильник. Ну, кстати, тоже забыла сказать. Под влиянием аркана Звезда со временем мы дружить не будем в этот день. Поэтому могут быть там какие-то встречи переноситься, откладываться. А ну сейчас, секундочку, я так чуть-чуть подвину, чтобы было лучше вам видно. Так, поехали еще посмотрим сейчас здесь. Нет, здесь нет, нет. О, есть встреча. Свиток. Свиток, потом, значит, здесь у нас с вами нет, нет. И есть еще, о, надежда тоже. Кстати, одно из значений аркана это надежда. Она у нас с вами выпала. Получается, в этот день у вас выпадает солнце, это радость. Вы испытываете радость, гости, прибыль, деловая встреча, какой-то сложный выбор, надежда. Допустим, там надежда на то, что хорошо пройдет встреча, или надежда на получение прибыли. И будильник предупреждает вас о том, что со временем в этот день будут сложности. Так что лучше давайте себе запасы, больше времени, если у вас какие-то встречи назначены, чтобы можно было, если что, там подкорректировать. А так, в целом, видите, день действительно очень даже позитивный. Также Овны. Простите, забываю иногда за вас, да, вот день через день. 3 апреля, кто родился 3 апреля, у вас весь год, начиная с 3 апреля, будет идти под влиянием как раз этого аркана Звезда. Очень классный год, очень позитивный. Это год исполнения желаний, поэтому, скорее всего, что в этом году какое-то ваше заветное желание может исполниться. Опять же, также это год, когда мы можем становиться популярными, потому что Звезда дает вот эту звездность. Так что вполне может быть, если вы там, не знаю, актер, актриса, связаны с блогерством, там, с интернетом, то вот вы можете стать прям такие знаменитые в этом году. В общем, год очень-очень позитивный. И также смотрите, кто родился 4 и 5 апреля, давайте тоже проговорим, потому что будут выходные, я не записываю. 4 апреля это у нас будет год под влиянием аркана Луна. И те, кто родился 5 апреля, у вас будет идти год под влиянием аркана Солнца. Солнце это тоже вообще суперский год. Это там один из таких, знаете, самых ярких годов, какие только могут быть в жизни. Ну, чаще всего. Иногда бывает, он просто проходит, да. Там бывают какие-то события хорошие, но прям не супер. А бывает типа там рождение детей, свадьбы, все такое.
Поэтому, кто родился 5-го, у вас Солнце, кто родился 4-го, Луна. Луна это год такой, он может быть такой мутненький, непонятно куда идти, непонятно что делать, могут быть какие-то страхи в этот год, поэтому он более такой сложный. У меня есть видео на канале «Карта года» называется. Вот вы можете, если вы мне в комментариях напомните, я вам оставлю ссылочку. И вы можете зайти, там я более подробно рассказываю, там уже более подробно посмотреть. Благодарю за внимание, и перехожу к Тельцам. Так, все, поехали. Теперь смотрим, что у Тельцов. 3 апреля. События дня Тельцы. Первое это лебедь, верность. Будильник, неудивительно. Пока все соответствует аркану звезда. Удача тоже, да. Фарт, везение, удача. Звезды помогают в этот день нам. Весы. Мы такие становимся задумчивые, сомневающиеся. Ключ. Угу, подарочек. Конверт и бабочка. У вас прям событий очень много. Еще и любовь. Угу. Так, здесь нет. Значит, смотрите, рассказываю. Точно все хорошо в личной жизни. Выпала верность и выпала любовь. Поэтому тут, если вы один или одна, то это может быть знакомство. Значит, любовь. Дальше. Удача вам сопутствует. Ключ. Перед вами открываются какие-то новые возможности в этот день. Можете получать подарочек. Будут колебания, сомнения. Будет деловой разговор, получение будет. И будильник предупреждает вас о том, что вот по времени могут быть вопросики в этот день. Допустим, или долго ждете, или наоборот сильно спешите. То есть вот со временем будут сложности. Так что, а у вас событий много, поэтому нужно как-то вам все это правильно распределить. Но много событий хороших. Ключ, удача, подарок, разговор, любовь. То есть, видите, день действительно позитивный. Ну, я в начале видео сказала, что в этот день у нас могут быть сложности со временем. По звезде мы как бы не дружим с часами. Нам кажется, что сейчас мы это все сделаем за 2 минуты, оно все растягивается, откладывается. Поэтому тут, конечно, по времени вопросики. Так, хорошо. Но в целом день позитивный. Смотрим дальше Близнецов. 3 апреля. Близнецы. Угу. Кораблик. Ожидание. Солнце. Лебедь. Будильник.
Третий знак подряд. Вот как сказала в начале, так оно и выпадает. Специально складываю в разные места половинки, все равно выпадает. Маска. Кровать нельзя. И здесь не вижу. И есть еще вот нерешенный вопрос. Ну, тоже как бы неудивительно. Получается, значит, что у нас с вами выходит? Первое событие – ожидание. В этот день будет радость, хорошее настроение, гармоничные отношения в паре. Проблема какая-то со временем, ну типа вот ожидания, да, то есть долго-долго ждете чего-то. Нерешенный вопрос. Может быть, нужно ждать решения вопроса. Ну, я говорила, да, вот этот день лучше посвящать любви, себе, внешности, красоте. Да, вот, например, там маска, сходить там, сделать какую-то масочку у косметолога. Вот лучше, там, не знаю, или сходить в театр, да, вот маска, посмотреть там какое-то представление, да, вот опять же, потому что у нас звезда, это все вот эти представления, там в кинотеатр и так далее. Понимаете, но делами лучше не заниматься. Это не день для дел. Вот, пожалуйста, дела не решаются. А маска, я думаю, что вот именно в данном случае в этот день проиграется скорее не как обман, да, потому что это краска, это событие, которое указывает не на обман, а на именно красоту. Я думаю, так. Мне кажется, что так проиграется. В общем, вот такая информация для вас. Либо, если это и будет обман, то, возможно, это будет обман, связан со временем в этот день, будильник. Может быть, так проиграется. Ну, никакой, да, вот ничего такого прям страшного здесь не выпало. Наоборот, большинство событий хороших. Предупреждение только по времени, ну и то, что вопрос не решается. Ну, решится позже. В этом никакой трагедии нет. Хорошо, смотрим дальше. Раки. 3 апреля. Раки, пятница. Как для раков пройдет этот день? Пятница как пройдет? Корона. Первое событие. Рыба. Череп. Солнце. Якорь. Книга. Угу. Свиток. И пустые разговоры. Будет встреча, но, скорее всего, она как-то так впустую пройдет, эта встреча. Подкову нельзя. Тайная еще встреча есть. Тайная встреча в госучреждении. Корона. О, хорошие новости. Шарики. Может быть, смотрите, будет разговор с этим человеком, да, казалось бы, пустой. Ну, то есть, допустим, нет какого-то действия, да, нет результата. Но зато здесь могут быть новости. Он вам может какие-то новости хорошие рассказать. Так, ну здесь нет. Получается, если не привязываться к событиям, да, вот одно к другому, отдельно, что выпадает? Общение с влиятельным человеком. Кстати, это может быть и врач, если брать, например, здоровье. Выпало здоровье, череп, то это может быть врач. Ну, в общем, общение с влиятельным человеком, занимаетесь, скорее всего, здоровьем в этот день. Дальше вас могут втягивать в какие-то мутненькие истории по рыбе, скользкое дело. Радость, деловая встреча, пустые разговоры, болтовня, посещение госучреждения, тайная встреча, хорошие новости. И по якорю где-то долго и много времени вы проведете. Да, то есть, возможно, вот в этом казенном доме там заякоритесь.
Поэтому вот такая вот история для вас. То есть много хороших событий, типа там радости, хороших новостей, болтовня, общение, но есть и предупреждение. Это вот рыба и это череп для вас в этот день. Так что, раки, вот такая информация. Благодарю за внимание и переходим к львам. Так, сейчас мне надо складывать так, чтобы они у меня не повторялись. И смотрим левушек. 3 апреля. События дня львы. 3 апреля пятница. Такое ощущение, что тут что-то есть. Может, это конфликт был. И бабочка. Ага, просто, видите, наверное, чуть-чуть ниже. У меня было ощущение, что вот тут вот что-то. Новости. Цепочку нельзя. Так, ну здесь тоже не вижу. Давайте проверять горизонталь, вертикаль. Ключ. Есть ключ. Дальше нет, нет. Нет. Змею нельзя. Ну, вроде больше не вижу. Значит, получается 4 события. Ключ показывает, что перед вами в пятницу открываются какие-то новые двери, появляются новые возможности. У вас будет деловой разговор и конфликт. Вот это предупреждение. То есть нужно постараться избежать выяснения отношений. Потому что 2 меча – это 2 разных мнения. Деловой разговор, у тебя мнение одно, у меня другое. Да? То есть и тут как бы могут быть разногласия. И еще какая-то новость. Новость, как гром среди ясного неба будет у вас в этот день еще. Так что вот такие вот события. С предупреждением, львы, постарайтесь избежать конфликта. Да, вот все в ваших руках, ключ показывает. Благодарю за внимание и переходим к делам. Так, смотрим дело. 3 апреля. События дня Девы. Весы. Второе событие и 3 цепь и молния. Ну, я в начале видео говорила, что в этот день, конечно, в пятницу лучше никакие дела не намечать. Потому что этот день нужно посвящать себе и любви. День по аркану звезда. Так, цыпленок. Горизонталь, вертикаль не вижу.
Получается 5 событий. У вас первое событие — сложный выбор, весы, может быть в пятницу, нерешенный вопрос, ожидание, да, вот может быть ожидание решения этого вопроса, какая-то новость, как гром среди ясного неба. Кстати, эта новость может вас перед выбором и поставить. Да, вот это вот. И семейная жизнь, цыпленок, время, проведенное с семьей, с детками. О, еще нашла чемодан. И может быть временная разлука, расставание, либо встреча после длительной разлуки с кем-то. Ну, может быть, не знаю, с семьи кто-то приедет в гости или наоборот уезжает там и так далее. То есть в целом все события хорошие. Единственное, надо быть готовым к тому, что вопрос не решится. И, возможно, да, вот надо вот чего-то ждать. Ну, я, в принципе, предупреждала в начале видео, что если вы какие-то намечаете серьезные дела, то с реализацией возникают вопросики у нас под арканом звезда. Благодарю за внимание, девы, и переходим к весам. Третье апреля. Весы, события дня. Шарики. Будильник. Снова и снова, снова и снова нам выпадает этот будильник. Колокольчики. Цветочек нельзя. Лучше бы нам цветочек выпадал вместо будильника в этот день. Якорь нельзя. Угу. Есть еще кровать. Значит, смотрите, весы, 4 события. Пятница. Первое событие. Хорошие новости, радостные, вас ждут. С кем-то будет пустые разговоры, болтовня. Может быть интимная связь, ну или там, не знаю, если эта тема интересна, желание там пораньше пойти лечь спать, может быть. Да, или там проваляться весь вечер в кровати. И будильник показывает, что будут проблемы со временем в этот день. Время будет затягиваться, переноситься, откладываться. Поэтому тут вот к этому надо быть готовыми прямо с утра. Причем это будет касаться практически всех, да, то есть всех людей. Потому что звезда, она у нас оттягивает все во времени. Да, нам приходится долго ждать. Так что вот такая история. Это единственный минус у вас. А так, видим, но другие события хорошие. Благодарю за внимание, весы. Переходим к скорпионам. Скорпионы, 3 апреля. События дня. Скорпиончики, смотрим, пятница, как пройдет. Надежда, подсвечник, основное значение аркана звезда, надежда. Чемодан. Чемоданчик. Дальше чашка чая. Угу. Маска. Возможно, в гости либо придут к вам, либо вы пойдете в гости к человеку, который, видите, находится в маске. Может быть, прикидывается другом, приятелем.
Угу. Хорошие новости, шарики. Так, цыпленок. Время, проведенное всей семьей. Где-то семейная жизнь, дети. Ну все, здесь не вижу. Получается, значит, первое событие. Надежды у вас какие-то на пятницу есть. Дальше гости. Маска, обман. Но смотрите, тут кроме обмана, маска еще может показать, например, там, не знаю, посещение косметолога, дома себе устроите салон красоты, возможно, посещение также театра, кинотеатра, то есть там, где люди играют роли. Может быть так. Дальше хорошие новости вас ждут, радостные. Общение с семьей, с детками, время, проведенное вместе. И чемодан. Чемодан – это временная разлука или встреча после временной разлуки. Может быть, опять же, кто-то в гости приезжает, кого давно не было, как вариант. Поэтому так. То есть, ну, пока из предупреждений здесь только маска. Ну, я замечала, что именно в день звезды она проигрывается вот именно как поход либо там к косметологу в салон красоты, либо посещение каких-то таких мероприятий, где люди играют роли. Вот так. Благодарю за внимание, скорпионы. И переходим к стрельцам. Так, ой, стрельцы хотели ускакать. Не получится. 3 апреля. Стрельцы. События дня. Пятница. Смотрим, что вам пятница приготовила. Колокольчик. Угу. Замок. Колокольчик, замок. Чемодан. Чемодан тоже сегодня выпадает частенько. Конверт. Конверт. И здесь, значит, проверяем. Рыбу нельзя. И еще есть тайная встреча. 2 кольца. Так, получается 5 событий. Первое. С кем-то у вас в этот день будут пустые разговоры, болтовня. Откроются тайны, секреты. Возможно, вот кто-то проболтается в разговоре, что-то расскажет. Временная разлука, расставание может быть с кем-то. Тайная встреча. И конверт – это получение. Получение, не знаю, там какой-то новости, получение посылки, получение документа. Что-то будете получать в этот день. Вот такие события для вас. То есть получается, у вас тут негативного ничего не выпало. Благодарю за внимание, стрельцы. Переходим к козерожкам. Так, козероги. 3 апреля. События дня, козероги. Угу. Козерожки. Первое событие – машина. В пятницу. Лебедь.
Ножницы. О, вам повезло. У всех дела не решаются, а у вас решаются. Так, любовь. Два сердца. Дом. Ну у вас, скорее всего, дела решаются дома, какие-то связанные с личной жизнью. Тогда понятно. Потому что вот если брать рабочие моменты, то как раз в день звезды вряд ли. А вот любовные, пожалуйста, кровать, любовь, дом, верность. Вот тут вот аркан звезда, это его прям стихия. Все эти любовные истории. Так, есть еще метла. Но опять же, да, вот основное значение ссора, но возможно это дом и метла наведения порядков будет таким образом проигрываться. Домашние дела, да, то есть решите все свои домашние дела, связанные с уборкой. Так, так, так. Ну, здесь я не вижу. По горизонтали, вертикали больше совпадений не вижу. Получается, в этот день выпадает вам поездка, дорога выпадает, любовь, интимная связь, верность. То есть тут точно все хорошо в личной жизни. Дальше решится какой-то вопрос. Домашние дела могут быть в этот день, какие-то события, именно связанные с домом, с недвижимостью. И метла показывает ссора. Может быть ссора, там разногласия, споры какие-то, но не исключаем еще, что это может быть и уборка. Может быть, вы решите в пятницу порядки навести перед выходными. Так что может быть еще и так. Но в целом день позитивный. Дела решаются, в любви все хорошо, поездка какая-то. Благодарю за внимание, козерожки. Переходим к водолеям. Так, козероги. Все, теперь водолеи смотрим. 3 апреля. События дня водолеи. Так, поехали, водолеи. Мечи. Первое. Не очень хорошее событие. Угу. Еще и яблоко. Ну, это как продолжение с этими мечами. Молния. Месяц. Так, так. Не вижу. Но вы пока единственный знак, не знаю, там, что у рыбок выпадет, да, у кого такое вот прям напряжение, да, вот это мечи, конфликт, яблоко, слезы. Даже непонятно, с кем вы ругаться будете, если, в принципе, больше ни у кого... Ну, там выпадало, там кое у кого ссоры какие-то мелкие выпадали, но конфликт вроде больше не выпадал. В общем, вам выпадает конфликт выяснения отношений, вам выпадают слезы, новости какие-то ошеломительные, по-другому не скажешь, как да, вот молния, как, знаете, ошарашит эта информация вас. И события, которые имеют цикличность, тоже 3 апреля могут быть. Так что ваша задача избежать конфликта, скандала, выяснения отношений. Вот это ваша задача на пятницу. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам.
Так, рыбы. 3 апреля. События дня рыбки. Покажите мне информация для рыб. 3 апреля. Угу. Первое, что выпадает, книга вам на пятницу. Весы. Ключ. Два кольца. Тайная важная встреча в госучреждении может быть. Ну, если соединять события. Угу. Колодец, к сожалению. Угу. И слезы из-за колодца. Дерево. Корона. И нерешенный вопрос. Может, из-за этого, я поняла. Угу. Я поняла, из-за чего разочарование. За то, что какой-то вопрос не решается, возможно, в госучреждении в свете с влиятельным человеком. Но, я говорила в начале видео, что когда у нас идет аркан звезда, на этот день лучше никакие важные встречи, дела не назначать. Потому что этот день надо посвящать красоте, любви, романтике, отношениям, понимаете, внешности. Вот это да, вот по звезде это прям идет супер. А вот дела не идут. Поэтому вот и, в принципе, расклад это подтвердил. У всех знаков выпадает нерешенный вопрос, нерешенный вопрос, нерешенный вопрос, понимаете? Но не решаются вопросы в этот день. Единственное, у кого решились, это только у козерогов. У козерогов только выпало решение, а всех остальных нет. Ну, потому что козероги такой знак, что там, если не получится, они все равно добьют, они все равно сделают. Так, хорошо. Значит, горизонталь, вертикаль я не нашла совпадений. Значит, смотрим. У вас получается в этот день посещение госучреждения, казенный дом, какие-то колебания, сомнения, весы, да, вот там, да, нет, буду такое. Ключик, это открываются какие-то новые возможности в этот день. Еще ключ может показывать важный день, ключевой, особенный. Тайная встреча, общение с каким-то влиятельным человеком, вопрос не решается, переживания, слезы, приглашение. Ну, можно, конечно, да, все это соединить, типа приглашение в госучреждение, да, какому-то специалисту по важному вопросу, вы приходите, ну, понятно, и у вас есть сомнение, решится, не решится, вы приходите, вопрос не решается, вы расстроились, слезы, да, и печаль. Вот как бы вообще все события можно прочитать как одно. Но может как-то и по-другому будет. Так что, рыбки, если что, не расстраивайтесь. Вопрос решится позже, потому что это день не решения вопроса. Либо вообще перенесите его, чтобы не было вам вот этих вот разочарований. А посвятите этот день любви. Вот так. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.